Слышав нас и днем, и ночью, вы отложите все дела. Включите нас чуть-чуть погромче, в прямом эфире новостя. На микрофон любуется Макар Марковкин. И Степан Сундуков, здрасте. У вертолета лопастя, а у нас последние новостя. Зарубежные новостя. Пресс-секретарь главы Вашингтонской администрации Жош Эрнест заявил, что Барак Обама пока не собирается предлагать свою поддержку кому-либо из кандидатов в президенты США. Я думаю, что никто из кандидатов в президенты не расстроился. Я даже думаю, что некоторые с облегчением выдохнули. Представитель Белого дома добавил, цитирую, «Со временем это может измениться, но пока его позиция именно такова». Вот чем мне нравится Обама, так это своим твердым, несгибаемым может быть. В президентской гонке участвует более 2 десятков политиков. Но по опросам среди демократов лидирует Хиллари Клинтон, а среди республиканцев Дональд Трамп. Тогда понятно, почему Обама никого не поддерживает. Он даже будучи действующим президентом, лидером не является. Российские новости. В России начнут продавать самый дешевый в мире автомобиль Bajaj Qute индийского производства. Дожили. Получается, для россиян продукция АвтоВАЗа становится уже недоступной по деньгам. Приобрести индийскую чудо-машину можно будет по цене от 250 тысяч рублей. И что в эту комплектацию входит? Ну как, 4 колеса, руль, коробка передач, ну и гарантия от производителя, что на тебя будут показывать пальцем. Машина имеет двигатель мощностью 13,5 лошадиных сил и разгоняется до 70 км в час. А быстрее может? Может, ежели с обрыва. Уж скоро все российские СМИ мусолить будут новость. Владельцев будут штрафовать за медленную скорость. Ну вот и все. Что будет дальше? Потом расскажут новостя.